Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Сегодня мы поговорим о помощи животным, а если быть точнее, о профессии ветеринарного врача. Давайте познакомимся. Денис Александрович Орлов, ветеринарный врач ультразвуковой терапии. Ультразвуковой диагностики. Еще онколог. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Да, Денис, расскажите, пожалуйста, о том, что входит в профессию ветеринарный врач. Ну, насчет вообще профессии ветеринарного врача, есть как бы две специальности основные, да, которые сейчас в Российской Федерации, значит, по которым можно проходить обучение, да, для того, чтобы работать именно в сфере ветеринарной медицины. Значит, это ветеринарный врач и ветеринарный фельдшер. Особой там разницы нет, да, именно по значит, выполнению там функциональных, да, обязанностей, да, но по большей части врачи, конечно, они имеют больше возможностей работать, и в том числе и в государственной сфере. Вот, значит, фельдшеры по большей части, конечно, это все-таки лечение сельскохозяйственных животных. Вот мы сейчас находимся в клинике мелких домашних животных, да, занимаемся лечением. Точно ли мелких домашних животных? Занимаемся лечением собак, кошек и экзотических питомцев в том числе. То есть, значит, также ветеринария – это достаточно большой объемный, значит, пласт знаний, да, потому что по факту также есть и специализации. Вот вы сказали по поводу моей специализации. Есть также врачи, которые специализируются на многих других моментах, да. Ну, очень мало чем отличается в этом отношении от гуманной медицины. Значит, если мы говорим о том, что ветеринария, ну, принято говорить ветеринар, да, не совсем правильно, потому что это такое собирательное понятие, все-таки народное, значит, оно не отражает, собственно, функциональной нагрузки. Вот, если мы говорим о правильном подходе, да, но все-таки говорить о специальностях, это все-таки ветеринарный врач или ветеринарный фельдшер. Значит, это такое официальное деление, да. Значит, есть также и формальное разделение, да, ну, каждый может по-своему определять это формальное деление. Чаще всего в клиниках присутствует несколько, да, участников, да, процесса. Это все-таки ветеринарный врач, как основной участник, и помощники, в частности, вот, ассистенты, лаборанты, техники. То есть таким образом можно, в принципе, делить вот, и именно иерархию в структуре ветеринарных лечебно-профилактических учреждений. Значит, если думаю, что все понятно. Ну, в целом, да, конечно. Да, вот, например, чтобы стать ветеринарным врачом, что нужно заканчивать? Ну, чтобы стать ветеринарным врачом, нужно очень много учиться, это во-первых. Ну, для того, чтобы получить право работать, нужно, конечно, закончить основной профильный вуз, в частности, в Якутске, то есть Якутский. Раньше была Якутская государственная сельскохозяйственная академия, мы, собственно, ее заканчивали. Сейчас это Арктический государственный агротехнологический университет, да, называется. Вот там есть факультет ветеринарной медицины, собственно, его заканчивают. Значит, это, собственно говоря, основа. Да, основа для того, чтобы у специалиста молодого было право работать как в государственной части, там, в инспекции, так и, значит, в практической сфере, да, именно оказывать помощь не только сельскохозяйственным животным, но и мелким домашним животным. Здесь есть, конечно, определенные моменты в плане того, что очень мало, да, сейчас в настоящее время наше современное образование в России очень мало дает именно знаний по мелким домашним животным. Поэтому очень важна все-таки работа клиник. Потому что каким образом и передаются эти знания, по большей части, да, сейчас очень доступны. В принципе, это не страшно, потому что все курсы сейчас доступны в России. Можно спокойно получать образование дистанционно, в том числе дистанционно, либо очно где-то в других городах, либо на базе клиники. Но есть несколько путей становления молодого врача все-таки, и основной из которых и самый эффективный, я считаю, да, это все-таки посещение клиники, если у, значит, будущего специалиста есть желание работать именно с мелкими домашними животными, ну, придется ходить на практику дополнительно, кроме, значит, того, что он обучается там очно, значит, еще приходится тратить некоторое время для того, чтобы, значит,
освоить профессию. То есть в таком случае, к моменту окончания вуза у человека уже есть навыки, и он может спокойно трудоустроиться непосредственно туда, именно по тому направлению деятельности, которое его интересует. Вот. Здесь также по поводу специализации, это уже отдельный момент, потому что специализации просто так не приобретаются, я думаю, каждый человек это понимает, потому что сложно однозначно на этапе становления уже понимать, что тебе нравится, там кардиология, пульмонология и все такое. Вот, значит, в любом случае надо поработать, это там 2-3 года. И если хороший врач попадается как наставник, то, конечно, будет проще гораздо определиться со специализацией. Есть, конечно, у нас специалисты, которые больше, чем 5 лет не определились со специализацией, но это дело такое, да, то есть может там и в 50 уже определиться со специализацией. Вот, в принципе, по поводу обучения, здесь вот в Якутске у нас только вот один вуз, который готовит. Также можно обучаться на ветеринарного фельдшера, это среднеспециальное образование. Также готовят в Якутске в сельскохозяйственном техникуме. Там учиться чуть поменьше, и, в принципе, чаще всего фельдшеры врачебные должности не занимают в клиниках. Вот, но, опять же, все зависит от нехватки кадров, возможно, будет какая-то нехватка кадров, а также зависит непосредственно от специалиста, который, то есть насколько он хочет вообще работать с этим, насколько он заинтересован. Вот, конечно, мы всегда идем навстречу, обучаем, помогаем. Вот, и собственно, так. Да. Действительно, чтобы стать вообще ветеринарным врачом в том числе, да, вообще всем известно, что в медицинских, допустим, вузах врачи обучаются больше, чем в обычных, 6 лет, да. Это еще, причем, это только высшее образование, а потом еще же постоянно идет обучение. Да, конечно, здесь такая же история. В ветеринарии невозможно остановиться, это также медицина. Вообще ветеринарная наука, она не стоит на месте, она постоянно развивается, поэтому, к сожалению, или к счастью, для пациента, к счастью, для многих начинающих специалистов, это к сожалению, потому что приходится постоянно обучаться. То есть невозможно остановиться. Если мы остановимся, мы потеряем возможность помочь пациенту, теми методами, современными, доступными способами, которые уже опробированы и введены в практику. Поэтому обучение должно быть постоянно. Да, конечно, если, допустим, был какой-то метод, например, 10 лет назад, то сейчас он уже не актуален, и вообще не используется. Да, конечно. Сегодня в рамках нашей программы мы попробуем поближе познакомиться с этой замечательной профессией, которая помогает нашим домашним питомцам. Испытано на себе. Друзья, давайте познакомимся. Фея Михайлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ветеринарный врач-хирург. И вот такой нам рассказывали про маленьких питомцев, но это не назовешь его маленьким питомцем. Это черный терьер. Русский черный терьер. Русский черный терьер. Как зовут? Руся. Руся? Да. Тезка? Да. Ну-ка, Руслан, дай лапу. Дай. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. О, какая мощная лапа. Хорошо. Но сейчас, друзья, мы перейдем к небольшой такой практике. С чего можно начать? Давайте начнем с осмотра. Осмотра. То есть можно делать, в принципе, в домашних условиях. Конечно, тоже, да. Периодически можно осматривать дома, чтобы выявлять какие-то проблемы вероятные. Как сказать? С чего мы начинаем осмотр? С чего начинаем осмотр? Вообще осмотр начинаем с внешнего вида, да, затем мы можем посмотреть, оценить цвет слизистых оболочек, должны быть такие розовые или бледно-розовые. Смотрим на зубки, немножко налет есть. Смотрели. Собакам тоже чистят зубы, да? Да, конечно. Это специальными косточками, да? Ультразвуком, как человеку. Даже так? Глазки, конъюнктиву посмотрели, нет ли выделений. Все хорошо, все чистенько. Ушки заглянули. Ушки у нас немножко волосатые, да? Выделений особых нет. Такой спокойный, я даже боюсь это трогать немного. Такой килограмм. Сколько весит 72. Руслан? 72. Да. Потом можно пощупать лимфоузлы. Основные лимфоузлы поверхностные, под челюстью, чтобы не было никаких больших... Это у людей это здесь, да? Да. Здесь У них так же, да? У них так же, да, здесь. Так прям глубоко прощупываете. Не увеличены. Потом предлопаточные лимфоузлы у нас здесь в этом месте. Такие вот. Где-то здесь. А если, например, что-то не то, они становятся большие, да? такие комочки. И Их можно нащупать.
Пощупали животик, мягко пропальпировали с обоих сторон. Вот так. Чтобы, ну, смотрим, чтобы собака не напрягалась, чтобы как-то не реагировала, чтобы он не был вздутый какой-то. То есть, если, допустим, какой-то дискомфорт будет, то собака он тоже... Будет, да, он будет показывать, будет оглядываться, сидеть. И сейчас мы послушаем. Руслан. Такой большой. И вы представляете, я вот сижу тоже. Мы с ним одного роста. И Так. потом мы проводим аускультацию, значит, в местах наилучшей слышимости сердечных тонов. Это примерно, ну вот, где локоть. У собаки, Ну, да? локоть вот сгибаем. Вот в этом месте примерно есть места наилучшей слушаемости, где в нескольких местах над клапанами. И с этой стороны. Стой. Это мы слушаем легкие, да? Как он дышит? Ну вот, послушали, услышали тоны, и потом мы уже легкие выслушиваем. В нескольких местах, вот здесь везде, у нас есть легочные поля, и мы прикладываем и внимательно слушаем. Нет ли там каких-то хрипов возможных. Так, давайте. Ну, он сейчас очень сильно дышит, конечно. Сейчас будет хорошо слышно, да? Да, как он дышит, будет хорошо слышно. Так, вот этой стороны, да? Вот этой стороны, да. Ой! Ой, простите. Закрою пасть. Вот сейчас я Так. закрою пасть, а вы послушаете. Слышно тук-тук? О, слышу. Такой должен быть ровный, да? Ну, должно быть не такое шумное. Шумный, ага. Сейчас у него просто он открытым тоном, такой бронхиальный, скорее всего. Супер. Более жесткое. А что, если, какой вот сигнал есть, что если что-то не так есть при прослушивании? Но вообще у собаки, когда есть проблемы с дыхательной системой, да, или сердечной, у нее в первую очередь развивается одышка. То есть мы слышим, что собака быстро устает, как бы немножко пошевелилась, сразу начинает часто дышать, там, открытым ртом, и, соответственно, ну, плохо переносит нагрузки. И тогда мы, когда слушаем, мы можем определить проблему либо в легких, либо в сердце. То есть могут появляться шумы какие-то там эндокардиальные, могут быть хрипы, если проблемы с легочной системой. И тогда мы с собакой уже идем на рентгеновское исследование, чтобы, ну, оценить масштаб проблемы. Ну, он у нас здоров. Да, он Молодец. здоров как бык. Здоров как бык и выглядит как бык. Да? Мы с тобой уже познакомились. Такой мощный. Это стандартный для русского терьера черного, да? Размер? Ну, в целом, да, он может быть, ну, бывает чуть поменьше, конечно. У меня был черный терьер, девочка, она была Ну, не девочки-то, они, поменьше, конечно, всегда поменьше. Побелее, Так, они ну, сейчас- крупнее. Ага. Сейчас мы Переходим. перейдем к забору крови. Так, еще одна процедура. Он сам запрыгнет? Ему надо помочь немножко, потому что он такой толстячок. Ой. Так, повернемся сюда, поворот, Руся. Слушайте, это... Да, такой... Поворот. Руся у нас донор, поэтому он к этому относится спокойно. Собаки бывают тоже доноры? Собаки бывают донорами, да. Мы О. несколько такие раз в у год нас. сдаем кровь для... А у них тоже группа крови, да? У них тоже есть группа крови. А где это Так же. этот жгут-то? Где еще жгут? Шейник у тебя хороший. Жгута здесь плохо. Руся, Руся. Такой серьезный. Ему сколько лет? Ему 8. 8 лет. А, вы будете его брить, да? Конечно. О. Нам не жалко. А ничего, да? А, На ладно. выставку мы не ходим. Так. Так, ну, Руся, у тебя сегодня будет полный осмотр. Полный осмотр. Сейчас мы провели, да, общий осмотр. И Да. Сейчас мы будем брать у него анализы. Ну, вену лучше выбрать для удобства, потому что собака очень волосатая у нас. Нам шерсти не жалко. Поэтому мы обработали антисептиком. Стой, не дрыгайся, Руся. И он такой спокойный. А вот в целом... так, мне Ну. нужно его, наверное, придерживать все равно, да? ну да, немножко надо придерживать. А что показывает, допустим, ну, определить по этому анализу? Ну, в общем, анализ крови мы оценим, нет ли признаков воспаления, это лейкоциты, да, когда повышенные, либо анемия. Биохимия у нас оценивает состояние как бы, ну, внутренних органов. Почки, печень, белковые фракции.
И сколько времени занимает анализ сам по себе, результаты, получения Результаты. Ну, в результатов? целом, как бы, общий анализ крови мы делаем достаточно быстро, это там минуты, 3-5 минут. Да? Биохимия, в принципе, если быстро поставить, вот наш лаборант, она может сделать минут за 20 в целом, если, да. То есть уже, грубо говоря, мы в уже течение будем нашей знать. передачи мы можем Да. уже узнать твой анализ крови, да? Руся? А его как он называется? Руся или Руслан? Руся. Руся. Руслан слишком длинно. Руся. Так, отлично. Испытано на себе. Вот надо ей пальчики оттуда разогнуть. Так. Очень сильно держит, да? Да. Ну-ка, Лори. О, мощно. Не хочет идти. Так, вроде Она еще отцепился. где-то зацепилась. Вот. Блин, тут она теперь зацепилась. Не хочет выходить, да? Ну, вот такая. Зараза, все пальцы изрешетила. Кусается, Ей да? надо вот эту подушечку взять. Да, она кусается. Так, подушечку. Сейчас. Ну, на которой она там была. Так, это у нас похоже на лемура, но не лемур. Это Лори, да? Да, это малый Лори. Малый Лори, такой спокойный, с большими Очень глазами, медлительный. как маленький ленивец. И Руся очень заинтересовался питомцем вот таким. Но он является также пациентом, да, вашей клиники? Да, он пациент нашей клиники. У него есть небольшие проблемы с зубным камнем, с пародонтозом, поэтому многих зубов у него уже нету давно. И поэтому сейчас он пришел на осмотр, чтобы мы посмотрели, оценили, что стал плохо кушать опять. Ну, а так в целом это достаточно пожилой питомец Уже такой. преклонного возраста. Ну, я не знаю, они, наверное, всегда такие медлительные, но... Ну, они ведут ночной образ жизни в основном, конечно. Ну, питаются фруктами. В основном. Такой прикольный. Ну что, станешь героем нашей программы. Сейчас будет тебе осмотр, да? Осмотр зубов, да, сейчас будет? Да, мы сейчас зубки посмотрим. А я пока Русю буду попридерживать. Пока не знаю, как я это сделаю в одного. Может, вы Помочь? поддержите, да? Давайте. Давайте вот так вот руку сюда засуньте. Это вот в эту сумочку руку просто засуньте. Левую? Ну, да, любую. Вот так. О, заинтересовался. Слизь. Ты у нас ассистент, что ли? Давай. Второй ассистент нам не нужен. Ну-ка, слезь. Такой вот у нас Лори. Он, видимо, любит держаться. Сейчас мы очень с трудом его вынули из клетки. Он очень цепкий. И вот сейчас... Да. Да, тут остались одни клыки, видите, зубов уже тут нету. Это результат моей деятельности. На клыках, в принципе, есть. У него кариес, да? Нет, у него зубной камень и пародонтоз. Зубки начали болтаться. Она не могла кушать. Это девочка, кстати. Не хочется стороночку смотреть. посмотрим. Ну, в целом, пока все более-менее нормально. Лори. Мы будем тебя звать Лори. Мы не знаем, как ее кличка. Ее зовут Гуша. А, Гуша? Да. Гуша. Гуша. Руся. Гуша. Гуша, Руся. Такое прикольное. В целом, получается, с зубами более-менее. Да, более-менее, пока порядок. мы немножко повременим, потому что эта процедура проводится под наркозом. Пожилое животное. Как можно реже стараться вводить наркоз. Ну, если проблемы с зубами, например, у животного, то под наркозом делается как операция удаления, да? Да, зуба? удаление. Если зуб болтается, то в целом он уже обратно не прирастет, и, соответственно, как бы, только будет причинять боль. Боль и дискомфорт. Поэтому удаляется. Ну вот видите, друзья, вот, например, вот как у Руслана, у Руси мы смотрели, проверяли зубы, да, там такие мощные клыки. И вот, например, в этот же день, буквально через несколько минут, да, нужно осмотреть, например, вот такого питомца, у которого зубки, наверное, да, совсем да, маленькие. как иголочки совсем. Вот такая вот задача. Ну, мы его, наверное, тогда уже обратно положим Да, в клеточку, обратно. в корзинку. О, сразу, ну как прям домой, да?
И сам закрыл, да? Сама закрывает. Испытано на себе. Так, у нас, Это у нас игуана. друзья, обратите внимание, какой пациент. Пока сейчас ждем результаты анализов крови нашего большого питомца, переходим к необычным, экзотическим. Это игуана. Это игуана. Игуана. Она пришла подстричь когти. А, Ну о, и просто осмотреть. как зовут? Имени. Безымянный. Ну, возможно, как-то зовут, честно говоря, я... Ну да, было бы странно, если... Ну, нет, наверное, имя, кстати, Ну, есть, имя, да, но какое-то есть, скорее я не всего. знаю, будет ли игуана, например, откликаться на имя. Да. Что такое? Они вообще спокойные, да? Я просто и можно погладить, да? Да, конечно. Хороший, Само хороший. спокойствие просто. Игуана, это он или она? Хороший, хорошая. Ух, ты посмотрел на меня. Изучает. Все. Когти знатные. Да, И- когтями царапается, поэтому мы сейчас немножко подстрижем ей коготочки. У них там Есть какая-то определенная сосудики, длина конечно, сосудики, да. да? Ну, мы будем стараться не затрагивать сосуды. Мгм. Подержать, да? Давайте Да. подержу. Холодная. Кстати, Холодная, да, это же холоднокровные рептилия. Вот, Не нравится? Да. Ай. Как-то ему будет царапаться. Царапается. Мощно царапается. Лазейка. Так, может задние ноги держать? Не любит процедуру, да? Да, То есть видимо. ей нравится маникюр, который у него. Подожди. Тихо. Вот видите, пальчик отсутствует один, да? Куда-то подевался. Так. Очень. Так необычно, то есть, ну, я вообще первый раз держу игуану в руках, она холодная, это... такая- Не очень приятная, да? Да. Такой хвост знатный. Тихо, Руся. Так, что сделать? Вы мне говорите, Не если знаю, что. куда-то он ползет. Так, может, Может быть, на вашей руке посидит. давайте, садись. Так, садись. Перчатки ты меня порвал. Ух ты. Да. Я в шоке. Да. Да, однозначно. Не нравится ему. Ой, не знаю. То есть бывают вообще разные животные, разные задания. Да. У ветеринаров сложная профессия. Так, ну что, этому пациенту мы, соответственно, подстригли ногти. Обратите внимание, это же, считайте, как дракон, он, когда у него чешуя прямо. Родственник динозавра. И хвост, длиннющий хвост. А какие самые экзотические вот животных вам приходилось принимать в клинике? Ну вот мы дружим с зоопарком, как бы, да, и те животные, которые у них есть, в принципе, мы все их видели. А так из экзотических, ну, когда-то в молодости были страусы, Ух ты. медвежата, рысята. А, Бизончик даже маленький был когда-то на приеме, которых вот привозили, такой вот небольшой совсем. Вот такие все животные, как бы. Он уже засыпает уже. Все, процедура закончена. И переходим к следующему пациенту. Испытано на себе. Ну, меня, кстати, интересовал всегда вопрос, вот, допустим, если вы в ветеринарной клинике, понятно, хозяин привел питомца, его осмотрели, да, и потом, допустим, взял домой. Но есть же случаи, когда делаются операции, да, и то есть нужен такой некий стационар. Я так понимаю, что это вот он и есть, да? Да, это наш практически? дневной стационар. Здесь находятся животные после оперативных вмешательств. Есть животные, которые немножко болеют, и им требуется какая-то инфузия в течение дня. Поэтому здесь они у нас наблюдаются до вечера, грубо говоря. Инфузия, это вот, например, я так понимаю, что-то вроде капельницы, да? Да, это инфузия с постоянной скоростью, она производится инфузоматами, то есть с небольшой скоростью в течение дня как бы животное получает какие-то препараты.
А, допустим, от наркоза, когда животное отходит, так же, как у человека, да, бывает, что дезориентация какая-то. Да, ну вот Всё так можно же? посмотреть, вот кошечка немножко дезориентирована, слегка еще не протрезвела. И потом, получается, хозяин придет, хозяйка, Да, да? и хозяйка заберет. вечером придет и заберет, и ну, кошка уже будет в более-менее хорошем состоянии, уже адекватная. Мгм. Ну, я так понимаю, что у нас здесь, как видите, мы уже знакомы с тем пациентом, ему стригли ногти, но сейчас поговорим о том, как делается осмотр у кошек, потому что это целая отдельная история. Да. Потому что кошки это не маленькие собачки, с кошкам нужен иногда особый подход. Значит, сейчас у нас вообще как бы во всем мире есть такая тенденция, dog cat friendly называется, да? Это очень бережный, аккуратный, дружелюбный осмотр кошки, потому что кошку очень легко можно разозлить, она может стать агрессивной, и это будет затруднять уже дальнейшие мероприятия. Поэтому, когда мы приносим кошку на осмотр, вообще в идеале как бы кошечка должна быть принесена, ну, должна принесена быть в контейнере. То есть у нас нередко владельцы приходят с кошкой на руках и считают, что как бы для кошки это ну, как бы очень хорошо, приемлемо, но кошка, приходя в незнакомое помещение, она видит собак, чувствует запахи, или там, не дай бог, кто-то гавкнет, и все, кошка у нас, у нее испортилось настроение, и все. Как бы это может быть как бы, ну, полная фиаско во время осмотра. Поэтому вот владелец нам принес кошку в контейнере. Так. Осмотр животного лучше производить где-то в отдельном помещении, чтобы не было никаких раздражителей, как бы, чтобы никто рядом не шумел, не лаял. Осмотр должен быть максимально аккуратный и как бы, чтобы не приносить дискомфорта кошечке. И он должен происходить максимально быстро. То есть мы быстренько взяли кошечку, погладили, дали ей как бы ей освоиться немножко, да, на приеме. То есть даже когда мы ставим клетку, переноску на стол, можно открыть клетку, чтобы кошка сама оттуда вышла, чтобы она все понюхала, немножко успокоилась. Потом она выходит, и врач уже, пока кошка осваивается, собирает анамнез, заполняет карту. И уже когда кошка освоилась, вышла, мы быстренько проводим осмотр. Ну, все как у собак. Осмотрели слизистые, заглянули в ротик, посмотрели, что там все хорошо. Розовенько, глазки чистенькие, конъюнктиву посмотрели, ушки заглянули, да? Ну, быстренько пропальпировали лимфоузлы, животик потрогали, да, что дискомфорта нету. Послушали и быстро взяли какие-то анализы, которые кошке будут необходимы. Все, кошка сильно не стрессует, и, соответственно, владелец доволен, и кошка как бы счастлива. Когда кошка агрессирует, мы используем мягкую фиксацию. То есть никакой агрессивной, жесткой фиксации с кошками быть не должно. То есть можно использовать какие-то полотенца, пледы, чтобы животное не травмировало владельца или врача, можно одевать воротник. То есть кошкам вообще отдельный подход. Очень мягкий подход, потому что кошечки – это у нас существа с другой планеты. На самом деле, да, у них все не как у людей. Я еще слышал, что вообще даже рекомендуют вообще чуть ли не темная комната. Да, приглушенный свет. Ну, вот в Москве даже есть уже отдельные клиники, которых принимают только кошек. И у них прямо все заточено. Да, cat-friendly, все, там нету собак, там только кошечки, и там тихо, спокойно, и кошки, говорят, там очень быстро осваиваются и как бы сильно не стрессуют. Вот. Ну, как видите, очень интересная тема. Друзья, у нас осталось только уже получить результаты анализа крови, да, Руси. Вот, и в целом достаточно сегодня все очень интересно. Испытано на себе. Круто. Пока. Давайте так. Итак, пациент наш, мой тезка Руся. Напомню, что мы делали ему общий Ой, сейчас. Дубль 2 сейчас будет. Так, ну что, друзья, наш пациент Руся, с которым мы начали наш сегодняшний выпуск, и напомню, что мы ему делали забор крови, да, на общий и на биохимический анализ. Как у него анализы? Да, по анализам все замечательно. Мы сделали расширенный биохимический анализ. Здесь отклонений у нас никаких нет. В общем анализе крови все замечательно. То есть, значит, донор наш здоров, может приступать
к донации. Да, как видите, друзья, Руся у нас не просто пациент, питомец, он еще и спасает, да, жизни спасает других жизни. животных. За что тебе большое спасибо. Ну, а это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Хотелось бы поблагодарить клинику Дарвин за помощь в проведении съемок. Ну и давайте попрощаемся вместе с нашим питомцем. Да, Руся. Молодец. Или еще? Пока.